Всем привет! Это кино Лани, и с сегодняшнего дня каждую неделю мы будем рассказывать вам о новых фильмах, которые можно посмотреть на большом экране. Ну и, конечно, напомним о чем-то из старого доброго, о тех фильмах, которые вы могли пропустить. Ну что, погнали? Итак, что делать, если Шазама вы уже посмотрели, а до Мстителей еще очень далеко? Правильно, брать билеты на Хеллбоя. Это тоже комикс, но не совсем такой, к которому мы привыкли. Он гораздо более жесткий, здесь больше крови, драки здесь жестче. Окей. А еще у него рейтинг R. Это значит, что сценаристы не стеснялись включать в него более взрослые шуточки. Это я монстр, чувак. Ты свою харю в зеркало видел? Он мудила. Знаешь, я козерог, а ты больная сука! В целом, в этом Хеллбой сохраняется атмосфера лютого трэша предыдущих частей, и это несмотря на то, что это не продолжение, а полный перезапуск франшизы. Сменились все действующие лица. Гильермо дель Торо сменил режиссер Нил Маршалл. Чем он известен? Тем, что раньше снимал в основном сериалы. На его счету «Игра престолов», «Черные паруса», «Мир Дикого Запада». Довольно добротные сериалы, но вот таким же качественным полным метром он пока похвастаться не может. Будем смотреть, как будет с этим фильмом. Ну и что очень важно, сменился актер, играющий Хеллбоя. Рона Перлмана сменил Дэвид Харбор. Что мы знаем о новом Хеллбое? Только то, что до недавних пор он играл роли второго-третьего плана в голливудских фильмах. Потом в его жизни случился сериал «Очень странные дела», и карьера актера неожиданно пошла в гору. Кстати, именно игру Харбора в этом фильме называют одной из самых сильных сторон. Итак, к сюжету. Дитя Ада вновь будет спасать мир. Звучит диковато, конечно, но в этом вся суть комикса. На этот раз главным соперником Хеллбоя станет Кровавая Королева, которую играет нестареющая Мила Йовович. Она по комиксам жена самого Мерлина, которая потеряла рассудок, связавшись с темной магией. В итоге она стала виновницей того, что на свет повылезали сотни монстров, страшных, мерзких и ужасно опасных. Все это грозит апокалипсисом, и в дело вступают Хеллбой и его верный спецотряд по борьбе с чудищами. Само собой, в фильме «Драка за дракой» каждая из них щедро приправлена кровью. В общем, Хеллбой – идеальное кино, чтобы посмотреть его между Шазамом и Мстителями. Ну а если вы любите суровые мужские драки, смело за билетами. Само собой, Хеллбой далеко не единственный фильм, который мы можем посмотреть на этой неделе. Нас ждет целый вагон крутых картин. Прошу прощения, что-то в горло попало и никак не... Наконец-то. Половинка бывает только у мозга, таблетки и желудок. А я изначально целая. Это мы. Свежее кино – это, конечно, хорошо, но всегда есть сотни фильмов, которые вы еще не смотрели, но обязательно должны посмотреть. И с сегодняшнего дня в каждом выпуске нашей программы мы будем рассказывать о таких лентах. Сегодня я буду вам настоятельно рекомендовать посмотреть один из моих любимых фильмов. Он называется «Хористы».
История разворачивается после Второй мировой войны. В интернат, где обитают откровенно трудные дети, приезжает неизвестный никому композитор Климан Матьё. Он будет учить детей, каждый из которых потенциальная проблема для общества. Один только Матьё не будет говорить с детьми с позиции силы. Он объединит их в хор, который в итоге изменит жизни многих, включая самого педагога. Почему вам нужно посмотреть этот фильм? Во-первых, он шедевр. В свое время он не получил «Оскар» как лучший иностранный фильм только по той причине, что вместе с ним номинировалось «Море внутри», уже ставшее классикой. А во-вторых, этот фильм заставит вас улыбаться обязательно и по-доброму, потому что персонажи западут вам в душу. Так что вот ваше домашнее задание. Смотрите фильм «Хористы», высказывайте свое мнение в комментариях, а также рассказывайте о том, какие фильмы вы считаете обязательными к просмотру.